Мы услышали совершенно произвольное, необоснованное и несправедливое решение, основанное на показаниях двух сделочников, которые уже дали показания заранее, и у них было досудебное соглашение, что прямо указано в постановлении Европейского суда, что это недопустимо, а также на показаниях двух якобы потерпевших, один из которых имеет тесные связи с ГУЭППК и теми сотрудниками, которые сейчас находятся под следствием, и в отношении них идет судебное разбирательство, и одного Авдаляна, который даже не проходит потерпевшим, а является свидетелем, и все жители Ярославля отлично знают, каким образом он строил здесь дороги. Поэтому мы будем этот приговор обжаловать. Мы считаем, что этот приговор является не только несправедливым, но он является жестоким. То есть человека абсолютно невиновного осуждают на 12,5 лет, тем самым обрекая его на мучение в тюрьме и с возможным продолжением того, что он никогда оттуда не выйдет. И при том, что суду совершенно очевидно, что он невиновен. Но ноу-хау данного приговора заключается в том, что все сомнения, которые возникли у суда, суд расценивает как технические ошибки. То есть больше в Ярославском Кировском суде не существует презумпции невиновности, так как в соответствии с нашим законом все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. А в данном случае все сомнения трактуются как технические ошибки. Поэтому, конечно, мы данный приговор будем обжаловать. Мы тоже верим в наше правосудие, но при этом считаем, что Россия является членом Совета Европы, и данный приговор имеет все основания для того, чтобы впоследствии быть обжалован в Европейский суд. А какой вы считаете приговор? Мы считаем оправдательный приговор, потому что в данном деле нет ни одного доказательства виновности Урлашова. Все построено на выдернутых из контекста показаниях двух потерпевших и двух сделочников, и все. Ту мотивацию, которую вы вчера, многие журналисты слышали, наверное, да, в ходе судебного заседания, мне кажется, она вызывает вопросы не только у защитников, которые сведущие, да, являются квалифицированными юристами, что нельзя здесь принимать и класть в основу обвинения показания в одной части, да, и в другой части отсекать как позицию защиты. Это говорит о том, что однобокий приговор. Не было реализовано право на состязательность. Поэтому, естественно, то, что мы вчера слышали в мотивировке, дает нам стопроцентное основание его обжаловать и надеяться, что следующая инстанция, ну, у нас правосудие, к счастью, не заканчивается на Кировском районном суде, и следующая инстанция нас услышит. Ведь сейчас, получается, 12 лет... 12 лет 6 месяцев, штраф 60 миллионов и взыскание 17 миллионов. Естественно, приговор. Могу поддержать коллег, что приговор будет нами обжалован. Мы не потеряли веры в правосудие, как правильно было замечено. Но и определенные надежды, безусловно, связываем с Европейским судом по правам человека, куда мы намерены обращаться. Я думаю, что у нас есть все шансы на нашу победу. А какие видеодоказательства? Что если человеку передали газету, и он ее не читал, как нам сказал суд, и вы это все слышали, это является... Что свидетельствует о нахождении вне денег, но, по-моему, это абсурдно. Ну, тогда в следующий раз, когда вы возьмете газету, вы обязательно ее откроете и почитаете, потому что иначе будет основание, по мнению суда, который сказал, что это очевидно всем, кроме защитников, что в этой газете находятся деньги. Ну, надо быть осторожным и не читать газеты в свернутом виде. Ну, обратите внимание, что политическую составляющую суд в принципе не принял во внимание, хотя и подсудимые, и свидетели, которые были допрошены в ходе судебного заседания, давали последовательно логические показания. Но для суда меня возмутила его формулировка участия, что всем и каждому очевидно, что здесь не может быть политической составляющей. Ну, к сожалению, у суда один вывод, у защиты другой, мы будем эти доводы приводить в апелляционную жалобу.